Как предотвратить пропажу своего ребенка в общественном месте и как научить его находиться самому? Маленькими детьми двигает жажда интересного, которая чаще всего превозмогает страх потеряться. В тот момент, когда теряется ваш ребенок, самая большая задача родителю не впасть в состояние паники, не потеряться самому, не начать истерить, кричать очень громко, потому что вы вызовете возбуждение нервной системы свою, и таким образом не сможете сориентироваться и правильно выстроить план поиска своего ребенка. По словам психолога, чаще всего теряются маленькие дети. Начиная с 2- или 3-летнего возраста, возрастает риск потеряться у малышей. Но нередко бывает, что теряются и подростки. Нужно сказать ребенку, чтобы он никуда не уходил и стоял на месте. За ним мама и папа всегда вернутся. Независимо от того, где теряется ваш ребенок, это парк или торговый центр, всегда есть охрана, служба безопасности. Поэтому ваша самая главная задача как родителя – посмотреть по сторонам, подойти к охраннику, либо к руководителю службы безопасности, просто к представителю службы безопасности и объяснить, что вы потеряли своего ребенка. Вы всегда должны иметь фотографию собственного ребенка и знать его четкое описание, в чем он был одет. К сожалению, родители, собирая детей куда-то в парк, не запоминают, какие яркие куртки или вещи на них надевают. Ни в коем случае нельзя учить их подходить к прохожим или посторонним людям, только к людям в форме. Если многолюдная улица, то опросить в окрестностях людей. Приучайте детей, чтобы они знали, что делать в таких случаях. Тогда дети будут знать, как им действовать. Но бывают ситуации, когда ребенок без спроса ушел к друзьям домой, а вас не предупредил. Здесь мы всегда будем говорить о том, что у вас должны быть исключительно доверительные отношения с собственным ребенком. Это первый момент. И второй момент. Ваши дети всегда должны вам называть имена своих друзей. По крайней мере, не они должны вам называть, а вы должны знать, с кем дружат ваши дети, куда они ходят, с какими соседскими детьми они общаются. У вас должны быть номера телефонов родителей. Если вдруг у вас начинается паника, вы понимаете, что вашего ребенка нет дома более чем 15 минут, когда вы договаривались, потому что ребенок 8, 9, 10 лет, он уже может отслеживать время и понимать, когда ему нужно прийти домой. Либо, допустим, изменились какие-то погодные условия, он пошел не домой, а пошел куда-то. Вы спокойно набираете номера телефонов родителей, там, где могут быть ваши дети, и спрашиваете, нет ли вашего ребенка в гостях у кого-то, не задержался ли он. Нельзя ругать ребенка, когда он нашелся. Порадуйтесь счастливому окончанию этой сложной ситуации. Похвалите его за смелость. Спросите, что он делал, чтобы найтись. Не нагнетайте обстановку, не нужно его бить, не нужно на него кричать, потому что тем самым вы создадите в последующем возможность вашего ребенка обманывать и скрывать от вас, когда он уходит. Поэтому вы всегда должны доверительно относиться к собственному ребенку, потому что он говорит. И, пожалуйста, постарайтесь не накручивать обстановку и ситуацию, когда произошла такая ситуация. Держите себя в руках. Если ваш ребенок исчез, не отчаивайтесь и помните, что вы не одни и что вокруг есть люди, которые не проходят мимо чужой беды.